За последние несколько лет Якутия стала признанным флагманом в области инноваций как на Дальнем Востоке, так и в России в целом. В 2018 году в Якутии создан IT-парк – место, где молодые люди со своими идеями и стартапами могут получить поддержку в их реализации. На сегодняшний день IT-парк насчитывает более сотни резидентов, которые реализуют проекты, начиная от создания компьютерных игр и изготовления дронов до разработки приложений и работы с искусственным интеллектом. У нас такая сложилась инновационная экосистема, которая позволяет человеку со школьной скамьи довести его до какой-то компании или стартапа. Возможно, ребенок заинтересуется, и у нас настолько прогрессивная система ввода ребенка в образовательную систему именно по части IT, что сопровождение его кажется таким легким, непринужденным, и поэтому у нас так много детей, которые хотят и стремятся попасть в IT. Инновации сейчас присутствуют практически в каждом сегменте экономики и, конечно же, в медицине. У многих на слуху компания Сайберия, которая разрабатывает на базе искусственного интеллекта продукт, способный помогать врачам при обработке снимков КТ. Продукт уже вышел за пределы Якутии и с успехом тестируется и работает во многих регионах страны. Инновации что это такое? Это внедрение в отрасль экономики чего-то нового, который позволяет что-то менять, что-то оптимизировать, что-то позволяет удешевить в первую очередь. Поэтому мы очень большой акцент делаем именно на методы искусственного интеллекта, потому что это действительно помогает разгрузить рутину для медицинских работников и тем самым помогает больше обращать внимание на случай, на заболевание непосредственно на человека. Ведь когда человек обращается с какими-то жалобами, ему оказывается медицинская помощь по стандартам оказания медицинской помощи, по клиническим рекомендациям. И очень, не то чтобы часто, иногда забывается о том, что есть более такие человеческие понятия, как эмпатия, сочувствие и так далее. Мы сделаем таким образом, чтобы наши системы помогали врачам снизить эту рутину, когда им больше можно сконцентрироваться именно на случае, именно на человека, когда ему действительно нужна какая-то помощь более комплексная, углубленная. В Якутии существует программа инновационного и цифрового развития, в реализации которой принимают участие практически все министерства и ведомства, потому что представить современное общество без инноваций уже невозможно. Развитие в этой сфере в Якутске идет большими шагами. Так, в этом месяце в столице республики открылась школа программирования от Сбера. 6-я в стране и 1-я на Дальнем Востоке. Школа 21 запущена в Якутии за кратчайшие сроки. На обустройство трехэтажного помещения потребовалось 5 месяцев, а итог превзошел все ожидания. Площадь кампуса около 2000 квадратных метров, где действует 198 рабочих станций, оборудование и дизайнерские решения, как и подобает IT-заведению, оснащены современной техникой. Кампус обеспечит доступное и качественное образование в сфере IT для всех жителей республики старше 18 лет. А модель обучения школы является самой эффективной в мире. Это peer-to-peer обучение. Здесь на 600 человек студентов будет всего-навсего порядка 15 человек всего персонала. И peer-to-peer обеспечивает самое высокое качество и скорость обучения. То есть когда ребята делятся друг с другом и учат друг друга. Скорость и стоимость обучения. Принципиальным для школы является бесплатность обучения. И это позволяет самым мотивированным ребятам из небогатых семей получить лучшее в мире образование. Действительно, школа 21 и подобная ей школа 42, которая действует в Париже, ну и в целом ряде других стран, показывают, что это самые лучшие инженеры. Соотношение стоимости, доступности, скорости обучения и качества обучения делает этот проект абсолютно беспрецедентным. 4000 жителей республики уже подали заявку на обучение. Сегодня в отборочном интенсиве участвует 215 слушателей. Средний возраст участников 30 лет, самому старшему 50. Специализации участников самые разные. Вообще самые разные специалисты из разных сфер у нас здесь собрались.
творческие люди. У нас есть артист балета в недавнем прошлом, у нас есть архитекторы, у нас есть медики. Примечательно, что среди первых участников отборочных бассейнов 40% девушек. Этот показатель выше, чем в остальных кампусах по стране. Я вообще с нуля пришла. Я сам по образованию экономист, работала продавцом-консультантом, сейчас экономистом, я в отпуске, работаю в здравоохранении. У меня вообще ноль. Я чисто так что-то читала, что-то готовилась перед интенсивом, но сама ничего не знала. И все прямо на ходу, тут изучаю, все прямо в большом темпе, но все очень классно все равно. У вас тоже так, да? Или как? У меня, то есть, диплом веб-разработчика, но я хотела больше фронтенд, то есть программировать, поэтому я здесь. Ну, получается, если у вас уже есть база, вы видите здесь какой-то повтор или здесь совершенно другая информация? Ну, совершенно другая информация, новый язык программирования и вообще все, формат обучения тоже очень новый, и это очень прям заряжает. А формат обучения вам понравился? Вот Да. В чем его плюс, как думаете? Плюс в том, что у нас здесь нету менторов, нету каких-то лекций скучных, в которых надо ходить. Мы здесь обучаем сами друг друга. Если кто-то что-то знает, он идет, говорит одному человеку, этот человек говорит другим людям, и То есть вот это все передается, распространяется, и мы учим Это друг друга. работает. Да, да. Мы как живой пример. Я очень долго искал подходящие курсы. Многие не оправдывали своих ожиданий. А тут мне выдалась возможность бесплатно попробовать себя в программировании. Поэтому я пришел, все равно я ничего не теряю. Взял отпуск и отучился на программиста. Спустя 2 недели я уже свободно могу написать свою программу. То есть, а до этого я вообще ничего не знал. Ну, я филолог по образованию, получается. С математикой у меня мало что общего, но спустя 2 недели с помощью подхода peer-to-peer, то есть когда мы помогаем друг другу, я смог овладеть базовыми навыками программирования. Ну, это замечательно, считаю. В 5 кампусах школы 21 в России учатся более 4000 человек из 70 регионов страны. Все выпускники и участники обучения трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах страны. В Якутии школа 21 станет основной площадкой для формирования IT-сообщества. Этот пазл, который вот сегодня у нас складывается, с появлением школы номер 21, он стал еще более активным, таким более объемным, более красивым и понятным. И вы знаете, я еще больше верю в то, что мы станем лидерами новой экономики не только Дальнего Востока, мы уже ими являемся по факту. Мы, конечно, должны замахиваться и на российские высоты, и в целом на мировые масштабы. Здесь ничего нам сейчас не мешает, тем более имея школу реально мирового уровня, какой, безусловно, является школа 21 Сбер. Одной из основных площадок развития креативной индустрии Якутии является креативный кластер «Квартал труда», который также посетил руководитель Сбербанка и глава республики. По итогу посещения уже намечены реализации новых проектов сотрудничества.